Друзья, мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». Сейчас мы находимся в городе Алекминске. Ну и, конечно же, выпал мне очень хороший шанс испытать на себе работу технолога по производству сыра. Я думаю, что все якутяне знают известный алекминский сыр. Некоторые даже охотятся за ним на прилавках магазинов, очень ждут. Сегодня в рамках нашей программы мы познакомим вас с компанией «Кладовая Алекмы», ну и в том числе, конечно, узнаем, как производится этот наивкуснейший сыр. Испытано на себе. Сейчас, пока производится набор молока из молоковозки, мы с вами познакомимся. Это Матвей Александрович, главный технолог «Кладовой Алекмы». Доброе утро. Добрый день. Доброе утро. Матвей Александрович, расскажите сейчас, где мы находимся? После того, как молоковозка приехала, мы сейчас находимся в химлаборатории. То есть здесь производится процесс объема молока, жирности, плотности, белка, чтобы отправить это все на производство сыра. И я правильно понимаю, что даже когда принимается молоко, еще до того, как залиться в молоковозку, оно также проверяется на кислотность? Да? Да, чтобы сырье соответствовало для сыра, мы должны еще проверить кислотность молока. То есть все ходячие анализы должны проверяться. Сейчас вот посмотрим и определим кислотность. Это стандарт титр. То есть мы можем определить здесь кислотность молока. То есть можно здесь даже... набираем дистиллированная вода. Она уже набрана здесь, да? Нет, дистиллированная вода у нас здесь. Набираем стакан дистиллированную воду, 20 миллилитров сырья, то есть сырого молока, и титруем. Здесь находится щелочь. И фенофталином 3 капли набираем и титруем. Тогда это можно самому сделать, да? Да, что я должен сделать? Сейчас берете, вот, например, стоит на 16, да? 16 деление. Фенофталина литр же, да? Берете у нас, кстати, за кадром, ну, мы ее не будем показывать, она стесняется, Анастасия, да? Это лаборант. Вот, она все абсолютно знает, но немножко стесняется говорить на камеру, поэтому мы у нее переспрашиваем, консультируемся. Так. Беремте вот правой рукой, возьмите. Так. Левой рукой здесь шарик есть. И потихоньку нажимая, вы крутите. Так, нажимаю. Нажимайте. И вот так крутите. Не. Вот это кручу. Вот это крутите. Так. Сколько? Она должна вот ровно стандартный свет. Все, подождите. Стоп. Перелил? Перетитровали. Первый блин всегда комом. Да, ну я вообще первый раз это делаю. Она в основном где-то у нас должна от 17 до 20 залиться. Вот, например, это единица, 2, 3, 4, 5, 6 идет. И должна где-то для сыра, например, самое оптимальное это 20 градусов Кёльнера. Мы это перетитровали. Так, тогда давайте так. Химики из меня никакой, лаборант. Анастасия, мы можем вас как бы со спины снять? Вас не будет? Уже видно, да? Вы не стесняйтесь. Давайте мы посмотрим, как делает это профессионал. Я думаю, что у нас еще молока достаточно, да? Действительно, ну это такое очень, надо сказать, вообще работник лаборатории. Ух ты. Это набрали 20 миллилитров. Так. Это уже идет дистиллированная вода. Фенофталин 3 капли. Сейчас мы сравниваем по миллилитрам. Вот именно, именно 19 и вот. Совсем. Вот образовался светло-розовый свет, который держится 1 минута. Он должен держаться. То есть у нас это молоко не прокисшее, соответствует нашим нормам.
Мгм. И вы сказали, что для сыра чуть другие, да, как бы Для параметры сыра, должны да, быть? 20 должно быть у нас. Тоже как раз вот наше молоко ровно 20 кислот А. стоит. То есть Это для того, чтобы производить сыр, мы уже сделали первый этап, то есть отбор молока, то есть оно всем требованиям соответствует. Мгм. Ага. Здорово. Так, ну из меня не получилось, извиняюсь. Не всегда выходит, получается что-то делать, особенно с первого раза. А вот что касается вот этого прибора, это, ну, он уже знаком мне, как-то мы снимали молочное производство, по-моему, он может определять кислотность, да? И Нет, еще что-то. это мы определили сейчас только кислотность. Сейчас кислотность. Здесь анализатор молока, то есть здесь определяет, вот видите, жир, Мгм. белок и плотность молока. Мгм. И количество соматического сухого вещества. Мгм. Вот. То есть сейчас уже вот залит образец, который поступил с утра, да? Да, вот это Ага. все по составу. И как по показателям все нормально? Все нормально. Ну, сейчас нормализация должна произойти. Мгм. Должны сделать нормализацию, чтобы у нас в нормализованном молоке в процессе изготовления сыра в конечном продукте уже был жир 50% в сухом веществе. Друзья, ну что, сейчас вот там мы видели процесс, где набирается молоко из молоковозки, и затем оно поступает вот в этот накопитель, в эту цистерну. А что с ней происходит дальше, что дальше происходит с молоком, мы узнаем сейчас у Матвея Александровича. Здесь уже аппарат, который, на мой взгляд, достаточно сложный. Очень много здесь кнопочек, но Матвей Александрович в этом очень хорошо разбирается, как главный технолог. Матвей Александрович, что здесь происходит с молоком? Это пастеризационная установка. То есть, если по-простому сказать, да, все молоко сырое, которое должна пройти термическую обработку, то есть нагрев. Данная установка сейчас, например, для сыров набираем температуру для сыров 73 должна быть, и через общего чана уже набираем молоко. Вот идет процесс. Вот, посмотрите. Процесс набора в емкость. Получается, что здесь молоко приходит в норму, да, то есть и дезинфицируется. Термическая обработка до 73 градусов. Ага. То есть остаются, плохое умирает, можно сказать, и остается полезные свойства молока. Ну, пастеризованное молоко, это которое мы привыкли в магазинах. Как бы, Пастеризованное молоко это 90 градусов. А для сыра идет уже 73 градуса. то есть там еще больше как Больше бы живых организмов. Больше остается. живых остается. Все. То есть идет через обработки термическую и с определенным выходом температуры уже идет сырный чан. Сырный чан – это вот эта большая емкость. Да, эта емкость у нас двухтонная. Мы здесь набираем 2 тонны нормализованного молока для сыра. Сейчас как раз у нас идет процесс заквашивания. То есть набор молока определенный до 150 литров дошло. Мы наливаем наши секретные ингредиенты, можно сказать. Да? Это закваска и кальций. Вот, друзья, вот здесь именно кроется секрет вкусного алекминского сыра, ну, о котором, конечно, мы вам не расскажем, да? Это же коммерческая тайна. Ну, а сейчас у меня будет очень важная миссия. Я должен буду залить секретные ингредиенты в алекминский сыр, который еще находится на стадии молока. Так, засыпаю вот это. Да, это закваска у нас. Просто обычно. Да, засыпьте. Угу. Ополосните в молоке и еще раз засыпьте. О, молоко теплое. Да, после пастеризационного, да? Угу. Потом Так, наливайте вот эти 2 сразу. Обе вместе? Да. Или по очереди? Нет, вместе. Вот так, да? Да, наливайте. Просто лью? Да. Это у нас кальций. Вот здесь происходит магия, дорогие друзья. Все. Все. Спасибо вам большое. Но сейчас начинается волшебство именно вот здесь. Алекминский сыр начинает свой путь от молока до готового продукта.
прямо вот с этого момента. Мне сказали, что вот здесь закваска происходит достаточно длительный период. Сколько по времени? 1,5 часа где-то примерно будет, и это с процессом заквашивания. Все вместе? Ну, около 2 часов, да, грубо говоря. И через 2 часа, то есть сейчас происходит этот процесс, ну а через некоторое время для вас это будут секунды, а мы подождем пару часов. Сейчас уже прошло 2 часа, около 2 часов, и, как видите, молоко, чан полный, 2 тонны, да, вмещает, 2 тонны вмещает сюда сыворотки, правильно называется, сыворотка, да? И что сейчас нужно делать? Сейчас мы будем нарезать его, поставим ножи и поставим на 12 минут нарезку. Так, сейчас выставляются Ножи. ножи. Вот. Берете его со стороны и проводите. Давай лучше, ты мне говори, где закрепить. Ага. Вот сюда, да? Да. Вставляйте и закрутите. Так, проверка, правильно? Да. Затянул. Теперь проводим. Следующий, да? Да. И также вот, острая сторона и со стороны вот так. Вот. Да. Теперь дальше проводим. Всего режут 3 ножа, да, получается? Да. И вот так же. Со стороны. Теперь ставим на медленную резку. И сейчас начинается сам процесс. То есть вот эта сыворотка по консистенции, она как, ну, можно посмотреть, да? Ага. Оно как типа суфле, да, такое? Да, Типа желеобразное. да. А для чего нарезается? Чтобы оно потом можно было его перелить, да? Дальше? Да, она отделяется и отделяется сыворотка от сгустка. Потом мы будем сливать сыворотку, чтобы основной сгусток уже из них сформировать сыры. Это получается двухслойный, да, он? Ага. То есть я правильно понимаю, что когда, например, молоко оставляем, да, оно наверху пенка образуется, или это не то? Не то. Так, сейчас, друзья, у нас, да. Я думаю, действительно, мне сложно как бы рассказать про этот процесс. Я думаю, Тони, как главный технолог, об этом лучше всего расскажет. Что сейчас происходит? Вот по истечении 40 минут у нас образовался сгусток. То есть молоко уплотнилось. Это благодаря нашему секретному ингредиенту, можно сказать, да? Это закваске сырному. Сейчас идет процесс разрезки сгустка. Она должна 2-3 миллиметра стать, чтобы в конце, как сказать, да? Когда сольем сыворотку, у нас уже появился как творожные зерна. И вот именно они идут на производство сыра, да? Вот эти творожные зерна идут уже на производство и образование сгустка, например. В целом, действительно, я думал, этот процесс больше времени занимает. Это вот сама закваска так быстро действует на молоко, да, что оно как бы превращается в ту консистенцию, которая нужна уже необходима для дальнейшей работы, да? Да, вы правильно говорите. То есть, как вначале говорили, то, что кислотность молока должна быть 19-20, чтобы для быстрого сквашивания сгустка. Сейчас в итоге уже идет, после этого идет у нас первый нагрев пойдет, второй нагрев до определенной температуры, и уже пойдет на формирование пласта для формирования сыра. Нагревает вот эта сама ванна, да? Да, можно сказать. И сколько времени занимает это? Это где-то у нас займет порядка 1 часа. 1 часа.
О, друзья, действительно, ну, очень такой высокотехнологичный процесс, и все идет по минутам, да, все расписано. Сейчас, получается, буквально через час мы уже приступим к прессованию, да? Да, форм. сразу. Встретимся, где у нас пройдет Да. формирование сыра. Да. Ну, как бы ни для кого не секрет, может быть, для кого-то секрет, но кладовая Лёкмы это не только сыры, это на самом деле очень большая компания. Про нее сейчас, я думаю, расскажет нам генеральный директор. Испытано на себе. Давайте познакомимся. Николай Анатольевич, генеральный директор компании «Кладовая Лёкмы». Здравствуйте. Добрый день. Николай Анатольевич, расскажите, я так понимаю, что действительно, ну, алёкминский сыр, он очень популярен, известен, да, по всей республике, но «Кладовая Лёкмы» это нечто большее, да? Чем еще занимается ваша компания? Да, ну, на сегодняшний день «Кладовая Лёкма» — это многопрофильная компания, которая занимается не только производством, переработкой продукции, да, полный цикл. Это начиная содержание КРС, это кормопроизводство полностью, плюс заготовка молока. Это мы отрабатываем со всеми молокозатчиками нашего района, которых на сегодняшний день более где-то 80 хозяйств. Кроме этого, как я уже сказал, у нас свои фермы. Это Геннолёкминское отделение, отделение Инкюрское, которое ежедневно нас обеспечивает сырым молоком. Вот. Ну и на сегодняшний день, как уже Матвей Александрович уже рассказал, более 20 видов наименований продукции «Кладовая Лёкма» выпускает. Это молочные и кисломолочные продукции. Ну и, как и всем известно, это наш бренд, самый главный продукт предприятия – лёкминский сыр. На этот год, 2024 год, мы запланировали порядка более 57 тонн готового сыра, разных сыров. Это не только лёкминский сыр будет, это у нас и адыгейский, и пашихонский, и плюс новый сыр, который мы планируем выпустить в этом году, это сыр качотта. То есть получается, что не только ваша достаточно большая, да, ферма, которая дает молоко, еще и вы также принимаете молоко у местных жителей. Да. Ну, на сегодняшний день, если говорить, всего в общем объеме у нас голов где-то порядка 1000 голов содержится, да, и из них где-то 400 голов – это дойного стада. Кроме этого, мы нынче планируем тоже новый проект реализовать. Это строительство скотопомещения на 120 голов, где также мы планируем закупить дойные стада, чтобы увеличить объем заготовки молока. На сегодняшний день половину объема района предприятие делает само. Это, то есть фирма у нас обеспечивает сырым молоком, а половину объема делают у нас организованные хозяйства. Это индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства, ну и кооперативы района. Правильно ли я понимаю, если вы планируете расширить, соответственно, ферму, то также и увеличится производство сыра? Ну да, как раз таки работа ведется к тому, чтобы полностью увеличить объем, соответственно, заготовки молока и объем выпускаемой продукции. Испытано на себе. Сейчас подошло время для слива сыворотки, да? Сыворотки, правильно. Этот процесс тоже такой не быстрый. То есть мы поставили ножи, все это сейчас измельчилось в такую ближе к творожной, да, массе, которая сейчас будет вливаться в эту ванну. Сырные зерна. Сырные зерна. Сырные зерна здесь будут оставаться. Сыворотка будет все стекаться. Ванна, получается, обратите внимание, необычная. Она, сейчас только я увидел, она в такую мелкую сетку. То есть это сделано для того, чтобы отделить сырные зерна. Наверх поднимайте и вниз. Опа! Друзья, как видите, процесс пошел. Вы забыли сказать «поехали». Поехали, да. Ага. Сейчас, то есть, они равномерно распределяют, чтобы плотность сырных зерен одинаковая была. Как вот
ванна автоматически уже будет всё, подниматься. наклоняется. Илья, Да-да. смотри, наклоняется ванна. Ничего себе. Это привод делает, да? Да, привод делает. Там они заранее набирают, чтобы при уменьшении объема ванна поднималась. Ага. Да, процесс интересный. То есть весь будущий сыр, он сейчас остается там, а сыворотка уходит, да? Да. Это сырный пласт будет сейчас. Сырный пласт. Сейчас он будет класса под пресс, да, на некоторое время. То есть давайте тоже помогу. Надо рядом поставить, да? Вот сразу сверху. Вот, так. Сверху этого? Да, да. Вот так? Ага. Еще передавай, Дима. Он будет ложить туда. И сразу вот так все ложить. Правильно, да? Да, да, правильно. Нет. Неправильно? Подай. А? Еще одну. Давай. Можно и так, да? То есть пластины должны полностью закрывать весь пласт. Сейчас, как видите, нужно время на усадку, я так понимаю, да? Чтобы сыворотка у нас ушла, а творожная масса, а сырная масса уже далее пойдет по формам. Здесь все расписано по минутам. Если, допустим, сейчас здесь ждет, когда будет сырный пласт под прессом доходит, тут уже вот эта вся часть моется и готовится к следующей партии сыра, уже к завтрашнему дню, да? То есть все сразу обмывается. И я думаю, что это мечта многих домохозяек, когда вы можете мыть пол, прямо просто лья воду на пол, потому что здесь все сливается, все уходит в септик. Но, друзья, я, тем не менее, нашел себе за работу, которая не такая настолько ответственная. Я могу вот помыть полы. Зависит от того, насколько вы нажимаете на спусковой крючок. Зависит от распыления воды. Далее, следующий этап, который мы вам покажем, действительно, я буду стоять в сторонке, потому что это очень, во-первых, ответственный момент, и, во-вторых, он очень такой, там должна быть опытная рука. Итак, недаром здесь висят такие большие часы, 30 секунд осталось до начала следующего этапа сыроделания. Я предлагаю сейчас нам с оператором немножко отойти в сторону. Сыроделы Дмитрий и Диана сейчас начнут работу. Вот, обратите внимание, сейчас снимается пресс, и вся ванна сейчас приедет сюда. Именно вот этот процесс, он очень требует большой скорости, умения и профессионализма, поэтому я туда даже не буду соваться. Сейчас будет происходить нарезание сырного пласта на формы будут закладываться. Вот обратите внимание вас, как это происходит.
Мы сейчас видим, как 2 тонны заготовки, да, 2 тонны молока у нас превращается вот в этот полуфабрикат, сырный пласт, который сейчас нарезается, и, соответственно, вот эти формы будут разложены и потом придавлены прессом. Под прессом они сколько стоят? Полчаса. Полчаса, да? Потом на полтора. Вот это да. Обратите внимание на слаженность работы, на скорость. И все рассчитано. Количество больших клубов и малых. Сейчас пойдут малые. Скажите, чем обусловлена вот такая вот скорость? То есть видно, что сотрудники очень оперативно это делают. Ну, во-первых, сотрудники у нас уже профессионалы, можно сказать. Давно работают в сырном производстве. И это делается для того, чтобы температура самого пласта не терялась, чтобы, так сказать, не образовалась закрытой корки. То есть под прессом они сейчас ставить, еще будут обрабатывать горячей водой. Это снаружи, когда она уже под прессом станет. И чтобы, так сказать, когда она охлаждается, то есть получается закрытая корка. То есть вся сыворотка оттуда хорошо не выходит снизу, из самого продукта. И она будет очень кислая. В общем, каждая секунда на счету. То есть, чтобы хорошо все шло, у нас, так сказать, без нарушения технологии, у нас должна все оперативно. Вот. Это уже идет формирование сыра. То есть вот это после этого уже будет привычный нам такой кругленький. Да, уже форма сыра. Ага. Как вы заметили, делаем 5,5 килограмма, 2,5 килограмма. И с той стороны будет уже 1 килограммовый сыр. То есть уже на этапе производства, вот на этом этапе можно сказать, ну, сколько примерно, ну, плюс-минус, наверное, да, будет весить сыр? Или прямо вы точно знаете, что это будет весить килограмм? Нет, все равно это как ручная будет. Она от 5 до 5-600 где-то будет. 5-600. Еще в 2 этажа делается. Здорово. Друзья, ну что, вот настолько увлекательный процесс изготовления сыра. Я думаю, что сейчас, причем это дело не одного дня даже, да, я думаю, это где-то даже больше месяца. Но об этом мы обо всем узнаем чуть далее. Сейчас мы с вами перенесемся на день вперед. То есть для нас, соответственно, пройдут сутки, а для вас, как обычно, несколько секунд. Ну, а сейчас мы с вами уже на следующий день находимся здесь же, в кладовой Алекма. Здесь утром тот сыр, который мы вчера сделали, вытащили уже из форм и положили в соляную ванну, где сыр засаливается, а излишки кальция выходят, и сыр уже еще на одну ступеньку приближается к готовому продукту. Ну, а вот здесь вы видите уже вчерашний сыр, который вчера был в этой ванне, а сегодня он находится уже здесь. То есть действительно какие-то есть ступени, да? Предыдущая ступень и сегодняшняя. После этого уже сыр поступает в специальную камеру, где дозревает. Давайте тоже посмотрим, заглянем в нее. Сейчас, я думаю, свое название компания «Кладовая Алекма» оправдает на все 100%, потому что я уже, по крайней мере, чуть-чуть заглянул, но не заходил еще туда. И там действительно целая кладовая
Алекмы, да, кладовая сыров. Здесь сыр уже доходит до своего окончательного вида и превращается в готовый продукт. Уже нам очень как знакомый, да, вид сыра, когда вы, допустим, приобретаете в оптовых рынках, то есть он вот в таком виде. Матвей Александрович, скажите, вот как, на ваш взгляд, в чем секрет алекминского сыра, почему его так любят жители нашей республики? Ну, секрет, можно сказать, нашего сыра, это кроется в наших коровах холмогорской породы, которые в России по чистокровности остались в Якутии, в нашем хозяйстве, и в Ямало-Ненецком автономном округе. И, конечно же, это зависит от людей. То есть здесь у нас в сырном цехе работает 6 человек, в основном все молодые специалисты. Это, можно сказать, вся ручная работа идет. Здесь, в этой камере, сыр доходит в течение 45 суток. И, как уже отметил Матвей Александрович, действительно, коллектив, люди очень много дают своей души, своего тепла именно вот этому продукту. Ежедневно происходит следующий ритуал, который мне тоже доверили провести над одним из сыров. Для того, чтобы защитить сыр от плесени и различных побочных вот таких вот явлений, он покрывается такой защитной пленкой, так сказать, да, и ежедневно происходит процесс окраски пищевой краской специальной. Бывает также вакуумная упаковка, а также покрытие латексом, да, латексом. Ну, это мне вот так рассказали. Вот пищевую упаковку вакуумную вы можете видеть вот здесь. Вот этот продукт называется сыр мягкий, алекминский. То есть внутри уже в вакууме находится сам продукт компании. Ну, а здесь классический сыр, то есть в целом, когда вы видите сыр, который лежит на прилавках, будь то любой швейцарский, голландский и так далее сыр, они все именно с нанесением пищевой краски специальные. Это как бы не то, что сделать, ну, конечно, делает это продукт более симпатичным, но есть и практическая сторона, то есть эта пленка, этот слой защищает сыр от разных внешних воздействий. Ну и в целом мы, когда берем сыр, обычно вот эту корочку срезаем. Ну а сейчас я произведу процесс. Так, надеюсь, у меня все получится, не так, как в лаборатории. Здесь вроде ничего сложного. Сильно макаю или так чуть-чуть и... Такая вот чистенькая губка. И производится окраска. Окраска ежедневно производится с одной стороны. Так, до середины продукта. Это чем-то схоже с, когда вручную делают различные горшочки, вот эти, да, допустим, глиняные изделия. Действительно, наносишь слой. Так, не должно быть таких, все должно быть равномерно. Так, еще здесь добавим. Но я представляю, если бы я в течение 45 дней, 45 суток ежедневно красил бы каждый сыр, к ним действительно относишься уже как к своим, да? Как к своему родному. Достаточно? Так, здесь, по-моему, может еще. Ну, еще обязательно проверить специалисты. Но вот так вот. Вот этот сыр стал героем передачи «Испытано на себе». Можно будет там маркировочку сделать и потом найти в магазине. Испытано на себе. Вообще сыр это такой продукт, что вот, допустим, в магазин приходишь, и сейчас уже хорошо, что стали писать, например, сырный продукт, да, то есть сырный продукт это совершенно не сыр, да? Что это такое вообще? В сырных продуктах могут использоваться это пальмовые масла, сухое молоко, ну, вот эти объемы. То есть меньше натуральности и как бы... Да. Это чтобы снизить цену. И снижается у них качество. А наш продукт, алекминский сыр, это сделано из натурального, полностью из натурального сырья.
Ну, теперь мы понимаем, что не только из натурального сырья, но еще и от породы холмогорской, да, коров, холмогорской породы. Действительно такое вот эксклюзивное производство, которое работает в нашей республике. От удоя молока зависит объемы сыра. Вот тот сыр, который мы сейчас видим, в целом алюкминского сыра сейчас в магазинах нет, да? То есть это первая партия этого сезона. Да, первая партия сезона мы начали где-то с 15 марта. То есть процесс созревания сыров у нас 45 суток. Вот это первая партия, которую мы начали, да? Вот месяц, самая первая партия. Она созреет к 1 мая. 1 мая. И уже, вот, допустим, первые сыры, допустим, в алюкминские магазины пойдут. А когда жителям города Якутска можно и вообще в целом республике можно увидеть на своих прилавках магазинов ваш сыр? Ну да, как вы действительно подметили, первая партия идет на наш район, в алюкминских наших фирменных магазинах. После, как навигация открывается, где-то 25-26 мая, и первые партии сыров поедут в город Якутск. Мы наши сыры поставляем в ФПК «Агрохолдинг Туймада», так как они являются нашими учредителями. Можете в фирменных магазинах агрохолдинга Туймада можете найти наши сыры. Нам, как жителям Якутска, нужно будет дождаться открытия навигации, и потом можно открывать охоту на алюкминский сыр. Ну, а Матвея Александровича мы благодарим за очень полезную, очень интересную экскурсию. Ну и в том числе я тоже как бы в рамках нашей передачи испытал некоторые моменты на себе. Матвей Александрович, большое вам спасибо и успехов в вашем производству. Радуйте, продолжайте радовать наших жителей республики очень вкусным сыром. Спасибо. Спасибо.